Более 1000 человек-сирот на сегодняшний день стоят в очередь за жильем. В рамках программы «Право ребенка на семью» на приобретение квартир предусмотрены средства из федерального бюджета. Площадь помещения должна быть 33 квадратных метра и не устраивает география. Что на этот счет предусматривает закон, узнаем у Дианы Дударовой. Ванная комната, все находится тут. И довольно-таки просторная кухня у нас. Вот тут мы пытаемся совместить с гостиной зоной. Но тут довольно уютно. Заветную квартиру в Магасе Зарема Майриева получила в прошлом году. Она ждала ее 10 лет. Девушка осиротела, когда ей еще не было и 2. Сейчас ей 28. У нее 4 детей. Всей семьей довольны расположением нового жилья. Школа, садик – все в шаговой доступности. Нет никаких проблем с коммунальными услугами. Лифт в рабочем состоянии. Зарема была одной из 34 сирот, до которых очередь дошла в 2020-м. В 18-этажном доме мне предлагали квартиру, но мне она не подходила в связи с расположением этого дома. Мне она не подходила, так как мне было более удобнее тут. У нас все родственники, все тут. С 2015 года по 2020 в регионе обеспечили жильем почти 400 сирот. Однако число с каждым годом растет, сроки затягиваются. А на сегодняшний день в очереди стоит еще 1181 человек. Средства на обеспечение выделяются из федерального бюджета. Работа ведется в рамках программы «Право ребенка на семью». В 2021 жилье должны получить еще 35 сирот. Соглашение заключается между правительством Ингушетии и Министерством просвещения России. В свою очередь, сводный список формируется по предоставленным спискам из городских и муниципальных образований. Список формируется по дате подачи заявления. Ну и, конечно, соответственно, с предоставленными учетными делами. Площадь выделяемых квартир должна составлять 33 квадратных метра. Министерство образования заключает госконтракты с подрядчиками. Правда, застройщики, желающие сотрудничать, находятся тяжело. Стоимость 1 квадратного метра по заключенному соглашению не более 32 тысяч, а в Ингушетии она в большинстве своем превышает 40 тысяч. К сожалению, у нас очень мало квартир по месту проживания, так как стоимость 1 квадратного метра, мы знаем, что достаточно высокая, и под, скажем, полное предоставление жилья ребенку данная сумма не соответствует. Ну и, конечно, софинансирование, так как республика бюджетная, оно не очень высокое. И, конечно, приобретаем жилье в основном в тех местах, где оно доступно. Это чаще всего Назрань и Назрановский район. Очень редко находятся квартиры с такой квадратурой в Яндере и Магасе. Также очень многие отказываются от жилья по причине того, что их не устраивает расположение. В основном это граждане, проживающие по Сунже, вот по, скажем, Карабулаку. Им бывает сложно. Все же уже это семьи, уже сформировавшиеся там, собственно говоря, граждане. У них семья, они живут уже немало лет. Поэтому им трудно менять место расположения и переезжать в Назрань. В основном причина такого характера. Ну и наши граждане не совсем привыкли к высотным зданиям. Последние годы остро стоит вопрос с субсидиями. В некоторых субъектах страны предусмотрены выплаты для приобретения жилья. В Ингушетии это пока не представляется возможным. Регионы, которые являются дотационными, конечно, у них нет такой возможности из своего бюджета предоставлять эти субсидии. Но регионы, которые имеют свой фонд, они имеют право вносить локальные акты самостоятельно и предоставлять жилье. Поэтому, конечно, мы тоже не раз выходили о предоставлении субсидий, но так как республика бюджетная, дотационная, у нас нет такой возможности. Новые возможности сиротам дает изменение, внесенное в 397-е постановление правительства 4 апреля 2019 года, согласно которому граждане, достигшие 23 лет, могут прописаться в других субъектах страны и там же получить жилье, что очень актуально для дотационных регионов. У нас в прошлом году вот так вот стали на учет по Москве и по Санкт-Петербургу 3 человека. И вот в этом году мы им будем предоставлять учетные дела, выписки из учетных дел. И, скорее всего, они в этом году, в 2021 году, получат жилье.
В 2015 году для детей-сирот в Ингушетии построили 18-этажный жилой дом. Тогда квартиры получили 312 человек. Диана Дударова, Магомед Дидигов. Новости 24.